Усманов Майрбек, Чеченская республика. Я представляю проект «Процессор для поиска максимума и минимума», то есть процессор для обработки нечеткой информации. Я вчера успешно защитился, получил нормальный балл, все меня устроило, подал заявку. Все. А мой проект это универсальное устройство, аналогов которым на территории Российской Федерации пока еще не существует. Это проект, у которого очень большие перспективы. Он может быть внедрен, начиная от системы образования до различных отраслей промышленности, даже военную промышленность. В настоящее время в России именно нечетким системам уделяется очень мало внимания, а за рубежом, на Западе, в Америке, эти системы очень развитые. Поэтому даже я сравнивал зарубежные аналоги, такого изобретения пока еще не существует. Сколько баллов получил? Я получил где-то 70 баллов. Добрый день, зовут меня Ацугулова Мадина, представляю Кабардино-Балкарскую республику. Проект у меня социальное обучение, компьютерное обучение детей и подростков с ограниченными возможностями, а также пенсионеров, граждан пенсионного возраста на бесплатной основе. Проект базируется на постановлении правительства Российской Федерации, учрежденном президентом России в 2008 году о стратегии развития информационного общества в России. Есть крупные партнеры, крупный бизнес, такие как корпорация Intel. Программа действует в 18 регионах Российской Федерации, в том числе и в Кабардино-Балкарской республике, но хотелось бы распространять ее именно по маленьким городам, где население не больше 15 тысяч. Меня зовут Олег Смолин, я приехал из Ставропольского края, в частности из станицы Курской, районный центр. Мой проект называется «Толерантность. Путь к миру». Суть проекта заключается в том, что я и хочу организовать форум национальных культур, где будут представлены диаспоры отдельных национальностей, которые проживают на территории Северного Кавказа. Этот проект хочу реализовать его для того, чтобы молодежь, которая находится на территории Северного Кавказа, могла более плотнее изучать культуру друг друга, чтобы взаимодействовать, потому что вопрос толерантности, он очень сейчас остро стоит перед правительством Российской Федерации, и чтобы ломать стереотипы о некоторых национальностях, которые сложились в умах людей, именно этот форум и будет проводиться. Также хочется очень пригласить молодежь, которая в той же Москве, в Волгограде, из других регионов, чтобы в этом форуме поучаствовать. На самом форуме я хочу, чтобы, что немаловажно, чтобы отряды были сформированы таким образом, что с каждой делегации были перемешаны. Не так, как здесь. Дагестан живет отдельно, Карачаево-Черкесия живет отдельно, а чтобы было все перемешано, то есть рядом бок о бок будут жить армяне, грузины, греки, ингуши, карачаевцы, все. И в этом заключается то, что они внутри отряда будут формировать свое общество, которое действительно сейчас у нас и есть в мире. Да? То, что мы сейчас в лагере, да, сейчас получается, что там Дагестан кричит Дагестан, Ставропольский кричит Ставропольский край. А я хочу, чтобы в одном отряде были те люди, которые будут за одну общую цель, независимо от их национальности, а они будут поддерживать одну цель. Цель своего отряда, цель сплочения, цель формирования единого, чего-то единого. Ведь Россия многонациональная страна, в Конституции это написано. Мы должны оставаться единым государством и дальше. Вот о чем мой проект. Пошев Ибрагим, делегация Республики Ингушетия. Мой проект был сдан и успешно, положительно оценен экспертами. Мой проект направлен на открытие спортивного стрельбового клуба, то есть клуб спортивной стрельбы. И дальше я планирую в моем регионе, начиная уже с того места, где я живу, сельское поселение Орджоникидзевское. Есть 7 школ. 7 школ мы собираем, со школы проводим конкурс, кто лучше стреляет. Из них отбираем, со всех школ мы делаем такой конкурс, из них отбираем лучших. Потом мы уже переходим на районные соревнования. Потом уже республиканский проводим турнир на северокавказский масштаб. Мы сейчас с ребятами других делегаций, то есть Дагестана, Чечни, договорились, что будем делать совместный проект, только в будущем году уже. Сначала я должен реализовать у себя в субъекте, и потом уже так, расширить его. Да, В общем, так, экспертами был оценен, и даст Бог, будут положительные результаты. Меня зовут Муцольгова Пятимат, я из Ингушетии, Республика Ингушетия. Мой проект называется Ингстайл, ингушский стиль дизайнерства. То есть я шью давно, с 14 лет. Хочу открыть школу
дизайнерскую, чтобы наши нынешние девушки умели сами шить национальную одежду. То есть это платья национальные. То есть, вот. У нас это по-ингушски называется чокри. Вот. Также, помимо этого, после школы, рядом с школой будет ателье. Также, когда девочки научатся уже шить, хочу, чтобы девочки работали. То есть на заказ, пошив, ремонт одежды. На форум я приехала первый раз. Раньше не приезжала никогда. Здесь мне многие помогают. Здесь очень красиво, здесь очень так приятно. Зелень везде. И интересно, самое главное. Мне здесь нравятся лекции. Здесь очень много объясняется, все так интересно. И преподаватели, самое главное, умные такие. И то, что они мне говорят, мне очень хорошо подходит к моему проекту. Я его почти закончила. Надеюсь, получу что-нибудь или выиграю.